Салем, достар. Давайте разберем самую распространенную ошибку моей аудитории. Это окончание «да» и «га». Давайте, друзья, разберем их наконец-то раз и навсегда, и больше никогда не будем путать. Ставьте лайк, если эта тема и для вас актуальна. Друзья, «да» и «га», даже несмотря на то, что они визуально похожи, но у них совсем различные обозначения, и нельзя их никак путать. «Да» — это местоположение кого-то или чего-то. Местный падеж. Где? Кайда? Карагандыда. Әрине Карагандыда. Кайда? Алматыда. Кайда? Казахстанда. Кімде? Асқарда. Айжанда. Жұмыста немесе. Часто мои ученики могут сказать «мен жұмыста бардым» вместо «мен жұмысқа бардым». Га, друзья мои, это направление. Куда? Кайда? Казахстанға, Бурабайға, Көкшетауға. Асқарға, Айжанға, кому? Айжанға, Асқарға. Никак нельзя путать, чтобы правильно составить предложение. Асқарда жаңа машине бар. Асқарға ата-аналары жаңа машине сатып алды. Айжанда көптеген гүлдер бар. Айжанға жаңа гүлдер сатып алдық. Көрдіңіздер ме? Көп айырмашылығы бар бұл жалғаулардың. А чтобы больше не путать никогда окончание «да» и «га», давайте ассоциировать, символизировать эти окончания конкретными предметами, вещами, которые есть у нас в жизни. «Да», окончание «да». Посмотрите на буковку «д». На что похож? На пирамиду. Пирамида, значит, это окончание «да». Пирамида кайда бар? Астанада. Астанада, пирамида, бар. А посмотрите на окончание «га». «Г» буковка на что похож? Жалауларға, туларға, я? На флажке. Қайда барамыз? Қазақстанға барамыз, Түркияға барамыз, Лондонға барамыз, Қытайға барамыз, Қырғызстанға барамыз, Өзбекстанға барамыз. «Да» и «га». Больше никогда не путаем.